Господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович, я, Алчинова Галия Рустямовна, жена активиста Алчинова Фаиля Фаттаховича, ныне внесенного в список экстремистов и террористов и осужденного на 4 года лишения свободы в результате вопиющих нарушений УПК РФ, по мнению десятков тысяч граждан Российской Федерации, обращаюсь к вам с надеждой на то, что вы незамедлительно возьмете под свой контроль сложившуюся ненормальную ситуацию в Республике Башкортостан. Мы помним, как в 2020 году глава Республики Башкортостан Хабиров объявил всему народу, что по горе Кушта все решено, бесполезно пытаться меня ломать. Тем не менее, многонациональный народ республики выступил против авантюрного решения главы и обратился к вам как гаранту Конституции Российской Федерации. Вы своевременно вмешались и смогли остановить тяжелый конфликт на этом Шихане, остановить разработку горы и даже вернуть акции в государственную собственность. Сегодня наш народ опять страдает из-за проводимой главой Республики Башкортостан Хабировым внутренней политики, которая заточена на поиски экстремистов среди простых граждан, посмевших выступить против варварской, зачастую незаконной добычи золота и других полезных ископаемых, призывающих власти республики прекратить явные нарушения экологического законодательства. Экологические проблемы районов Башкирского Зауралья, богатых полезными ископаемыми, копились десятилетиями, а здесь преимущественно проживает сельское население, занимающееся животноводством. Их угодья, пастбища и сенокосы, и даже земли, выделенные на паи, отводились рудодобытчикам. Власти обещали народу все проблемы уладить, в то время как продолжались выдаваться лицензии на геолого-разведочные работы на новых участках. В результате жители села Ишмурзина 28 апреля 2023 года провели свой сход и обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину за содействием регулированию проблемы. Лицензия ООО «Евразийская горнопромышленная компания». На этом сходе выступил и мой муж Алчинов, так как это село относится к его малой родине. Отмечу, в своем выступлении он не произносил каких-либо экстремистских выражений, лишь констатировал имеющиеся в этих местах нарушения экологии. В дальнейшем даже эксперт МВД РБ Сулейманова сделала вывод, что в речи Алчинова признаков призыва к экстремистским действиям не обнаружено. Но Хабиров решил любым способом добиться возбуждения уголовного дела в отношении моего мужа. Вот последовательность событий. Хабиров собственноручно написал донос на обычного гражданина Российской Федерации Алчинова Фаиля Фаттаховича 1986 года рождения, который всего лишь изъявил собственное убеждение о необходимости бережного использования природных богатств республики, не нарушения, а улучшения экологии, создания условий для процветания нашей общей родины. Народ республики поддерживает мнение Алчинова. Наше население не согласно с доносом главы, так как уголовное дело было возбуждено в соответствии с экспертным заключением, сделанным по совершенно некорректному, заведомо неправильно переведенному на русский язык тексту речи Алчинова, который на сходе выступил на родном башкирском языке. В деле не было письменной расшифровки устного выступления обвиняемого на башкирском языке. Баймакский районный суд проходил со многими нарушениями УПК РФ. Например, не было принято ни одно из ходатайств со стороны защиты. Второе. 15 января 2024 года в городе Баймак Республики Башкортостан проходило заседание суда над Алчиновым, где суд должен был огласить приговор. Об этом судья объявила на предыдущем заседании. 15 января 2024 года около 5000 жителей республики собрались около здания суда, надеясь на оправдательный приговор. Люди решили просто проявить солидарность с подсудимым, несмотря на 35-градусный мороз, и до конца верили в справедливость суда. В этот день на площади перед зданием суда не было ни ОМОНа, ни Росгвардии, не было тех, кто мог бы спровоцировать конфликт. Полицейские и люди мирно общались, но по каким-то непонятным причинам заседание быстро было свернуто, оглашение приговора было перенесено на 17 января. Люди высказали свое мнение и разошлись. Третье. 16 января полицией было задержано около 10 экоактивистов республики как организаторы несанкционированного митинга. 15 января около здания суда. Хотя, как такового митинга не было, люди пришли на оглашение приговора и в знак поддержки подсудимого, что не запрещено законом. Четвертое.
17 января 2024 года на вынесение приговора пришли около 10 тысяч жителей республики. Против народа были выставлены многочисленные сотрудники полиции, Росгвардии. Были также провокаторы, которые в последующем способствовали столкновению народа с силовыми структурами. Часть людей, поддавшись провокации, стали кидаться в сторону ОМОНовцев и полицейских снежными комьями. Этого можно было не допускать. И трезвомыслящие полицейские обратились к осужденному Алчинову, чтобы он помог им успокоить разволновавшихся людей. Стоило им вывести его даже в наручниках на крыльцо судебного здания, и обращенные к собравшимся слова Алчинова люди восприняли бы с пониманием и мирно разошлись. Но полицейское начальство отказалось от своего же предложения. По всему властям так было необходимо продолжение конфликта. Несмотря на официальные заявления, пострадавшими стали побитые ОМОНом и полицейскими простые люди, а сотрудники полиции и ОМОНа никак не могли серьезно пострадать от снежных комьев. 5. Хабиров не нашел в себе силы приехать в город Баймак и выйти к многотысячной толпе, так как еще на Кушта он разделил народ Республики Башкортостан на своих, кто слушает его беспрекословно, и не своих. Это все те, кто защищал башкирские шиханы. Более того, он всех приписал к экстремистам, и под его четким контролем проходит задержание мирных жителей, пришедших на суд 17 января 2024 года. Владимир Владимирович, вы объявили 24 год годом семьи и в торжественной обстановке провели открытие этого года. А в течение последних этих недель года семьи у нас в Башкортостане тысячи семей находятся в тяжелейшем стрессе. В Башкортостане ежедневно жестко задерживают мужчин и женщин. Открыты, по последним данным, около 60 уголовных и 200 административных дел. Некоторым наложены штрафы, большинство подвергнуто аресту на 10-15 суток и около 60 человек на 2 месяца. Сегодня из-за самолюбия Хабирова и неумения признавать свои ошибки более 80 детей, это только те, о ком мы нашли информацию, ждут своих отцов из СИЗО. Несмотря на то, что Алчинов является единственным кормильцем в семье, отец 4 несовершеннолетних детей, один из которых грудничок, суд принял жесткое решение, лишив его свободы на 4 года. Среди обвиняемых очень много мужчин, у кого имеются несовершеннолетние дети. А они являются единственными кормильцами в семье. Например, у Карачурина 5, у Явгастина 6 детей. Хабиров каждый раз упоминает о том, что он в вашей команде. Но мы считаем, что он своим отношением к людям только подставляет вас. По приказу главы местный телеканал БСТ монтирует видеоролики, где рассказывает об Алчинове Фаиле разные небылицы, без каких-либо доказательств, обвиняя его о связях с иноагентами. В то же время бывший руководитель СМИ республики, близкий друг Хабирова Ростислав Мурзагулов, кого он называл членом своей команды, оказался иноагентом и выступает из-за границы с обвинениями в ваш адрес. Другой бывший подопечный Хабирова Аббас Галямов, ныне иноагент, на него заведено уголовное дело, находится за рубежом и вещает против вас и России. Многие, кто непосредственно работал бок о бок с Хабировым и считались им своими, сейчас осуждены или находятся под следствием. Это министры правительства РБ Кучербаев и Беляев, возглавляющая до сих пор информационное сопровождение деятельности главы Елена Причаковская, советник главы РБ Руслан Казыханов. Не так давно прошли обыски у Яны Гайдук, возглавлявшей Госкомитет по делам молодежи правительства РБ, после которых она объявила об отставке. Глава Башкиравтодор Ильдар Юланов также находится под следствием. Увы, этот печальный список в ближайшем будущем может пополниться новыми персонажами из окружения главы республики. Сегодня многие тысячи простых людей Республики Башкортостан возненавидели Хабирова, поняв его настоящую сущность. Хотя и он попытался организовать выражение любви и поддержки народа посредством организации принудительного показушного митинга-концерта в Уфе. Он дискредитирует государственную власть в России. Владимир Владимирович, мы хотим верить, что вы поспособствуете восстановлению справедливости в отношении защитников экологии и простых людей, попавших в заранее подготовленную ловушку Хабирова. У нас, у башкир, у других народов, живущих рядом с нами веками, не может быть злостного экстремизма по определению.
Именно представители башкир и всего многонационального народа республики сегодня жертвуют своим здоровьем и жизнями ради общей нашей Родины, России. А нам, женам и детям, попавших в беду мужей и отцов, остается надеяться на вашу милость и молиться Всевышнему о спасении наших душ. Спасибо.